Друзья, не описать всех тех положительных эмоций моего всеобщего счастья, когда я снова чувствую и вижу вас через экран наших спутников. Сегодня у нас в гостях человек, которого я уже втихаря прозвала бас-гитаристом всея Руси, всея Чувашии. Бас-гитарист команды Ял-Ар. Человек просто потрясающий, харизматичный и скромный, как мы уже заметили. И самое главное, как и все наши приглашенные гости, он имеет огромную радость сегодня встретиться с вами и проявить поддержку и позитив к тем людям, которые столкнулись с инфекционной болезнью COVID-19. Центр реабилитации вместе напоминает вам, что мы здесь находимся для того, чтобы дарить вам хорошее настроение. И помните, физическое хорошее состояние начинается с психологического здоровья. Мы поднимаем ваше настроение, мы поднимаем ваш боевой здоровый дух. Значит, мы поднимаем ваше здоровье. Здравствуйте! Привет. Привет! Мы с нашим гостем уже перешли на «ты», потому что мне посчастливилось познакомиться с ним поближе, до эфира. Я могу сказать, что очень много аспектов и музыкальной культуры, и культуры в целом мы сегодня затронули. Ну что, привет, рассказывай, как пришел к такой замечательной жизни, когда взял в руки бас-гитару. Привет всем! Очень приятно, что пригласили одного из участников нашей группы на это мероприятие, скажем так. Занимаюсь музыкой я с 10 класса, это 96-й год. И выбор пал на бас-гитару, потому что все остальные инструменты были уже заняты более, скажем так, расторопными моими друзьями, одноклассниками. То есть 10-11 класс мы репетировали моего соседа, скажем так, он является моим музыкальным отцом, Владимир Сергеевич Самаркин, который дал мне очень многое за те годы, которые он меня, скажем, пестовал. Вот, большая ему за это благодарность. А в группу Ял-Ар я попал в 2013 году, в конце года, где-то сентябрь-октябрь. Не просто попал, я являюсь одним из ее организаторов, скажем так, третьим участником из первых 3 участников. Ну, количество участников, я знаю, что в вашей команде немножечко меняется, да? Да. Вас становится больше, это очень хорошо. Да, мы растем, расширяемся. После того, как мы троем собрались, мы какие-то попытки репетировать принимали, а потом в нашу группу попали двоюродный брат нашего барабанщика тогдашнего, то есть барабанщика Алексей Табаков зовут, его двоюродный брат Федя Андреев. Вот, он привел к нам как раз Николая Пыркина, баяниста, который через какое-то время стал лидером нашей группы и художественным руководителем. То есть очень много песен он написал. И потом уже пришел Алексей Казанцев, наш вокалист. Вот. Через какое-то время по работе мне пришлось уехать там, в дальнюю командировку. В нашу группу пришел Сергей Мальцев, ну, на замену меня на время. Но он так хорошо влился в коллектив, что мы решили как бы с ним дальше идти вместе. Вот. И пишем песни, играем концерты, участвуем в фестивалях, отрываемся по полной. Слушайте, на самом деле, мне кажется, у вас не просто музыкальный коллектив, а целая семья, потому что посмотрите, как наш гость четко, правильно расставляя временные параметры, рассказал нам, кто когда пришел в группу с 96-го года. Ну, это то время, когда музыка на самом деле была таким очень дорогим удовольствием. Очень здорово, что ты, несмотря на то, что бывают какие трудности, занятия музыкой, это дело не бросил. Сегодня, на сегодняшний день, кроме музыки, что еще в твоей жизни присутствует? В моей жизни присутствуют соцсети в огромном количестве, потому что я в группе отвечаю за вот этот весь сегмент. То есть свободное время у меня, можно сказать, занято изучением этих вопросов. То есть не просто там... Полезно тратить свое время в сети, да, как и мы, собственно говоря. Да, просто лайки там ставить или смотреть там, как их там называют, мемчики, вот. Мемчики я практически... Я старая, видимо, я не знаю. Вот. Мемасики, это мне сын мой сказал, мемасики, вот.
новое слово. Вот. То есть все вот эти механизмы в соцсетях, как продвинуть концерт, как, скажем, продвинуть нашу музыку, потому что сейчас музыки очень много. Это, Сейчас да, всего очень много. да. Только... То есть выбор настолько широк, что твоя там песня может затеряться просто в тысячи других песен, которые выходят каждый день в огромном количестве. Друзья, мы так же, как наш гость, проводим с пользой время в сети. Также, например, Центр реабилитации «Вместе» существует посредством интернет-связи. И, как ни странно это не звучит, интернет является сегодня спасителем. Как являлся спасителем в тот момент, когда все мы были вынуждены находиться на самоизоляции. Ну что, движение номер 1. Готов к зарядке? Всегда готов. Это вам не на бас-гитаре играть, друзья. Ну что, делаем глубокий вдох. Коленки расположены близко друг к другу. Одна касается другой. Мы делаем глубокий вдох через нос и выдох через рот. Можете рассказать секрет дыхательной гимнастики своему вокалисту. Команда Ял Арм, друзья. Выдох. Напоминаю вам, что все движения делаются без резких, отрывистых поднятий рук. И самое главное, вдох мы делаем через нос, а выдох протяжный через рот. Я и мои гости могут сопровождать этими диалогами, нам это возможно. Вам, друзья, нельзя. Мы делаем все в правильном порядке и в правильном исполнении. Выдох. Все движения выполняются в повтор 5-6 кругов. При восстановлении неприятных факторов мы останавливаем выполнение движения, далее их устранение. Молодцы. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Ну что, дорогие, и последний раз. Вдох. Выдох. На фоне нашей сегодняшней гимнастики играет замечательная музыка. И от себя хочу заметить, что это похоже очень на фолк. Можем мы назвать ваше творчество, коллектив Ялар, чувашским фолком? Да, мы постепенно, играя кавер-версии, то есть мы начинали, как многие группы, с кавер-версий, постепенно пришли к такому мнению, что то, что делаем мы, делают еще сотни других групп. И быть одними из сотен нам как бы не хотелось. Плюс наш вокалист и баянист, они очень талантливые и поэты, и музыканты, то есть они сами пишут песни. И когда они показали то, что они написали, вполне нам это очень понравилось. То есть это было что-то свежее, что-то новое для Чувашии, ну, для всех чувашей, скажем так, потому что поем мы на чувашском языке, играем чувашские мелодии, используем и кавер-версии мы делаем чувашских песен. То есть произведения таких композиторов, как Кудаков Юрий Дмитриевич, там, поэтов тоже чувашских мы нескольких обыграли. Ну, я сейчас не буду перечислять всех. Кроме того, что мы сами пишем, ну, и мы еще стараемся известные любому представителю чувашской нации песни тоже, там, такие как Вармана, Варманда, это такие вот песни, Вармана Генеджук, я что-то заговорился, Палан. То есть людям очень нравится, потому что когда играет живой ансамбль, да, это другое звучание, другая энергетика. Ну и плюс мы можем это играть, почему не играть? Правильно, потому что я считаю, что амбиции по-настоящему талантливых людей, они рано или поздно должны все-таки взыграть и играть кавер-версии. Для талантливого музыканта это, мне кажется, прям, скажем, скучновато. Ну, через какое-то время, да, это становится обыденностью и такой рутиной. То есть процесс создания в вашем коллективе, он непрерывный. Да, то есть мы пишем новые песни, какие-то новые идеи накидываем, переписываем старые песни. То есть процесс улучшения, он не кончается никогда. И я иногда думаю, ну когда же мы вот все сформировали песню и будем играть ее до, скажем так, ну всегда постоянно, а давай вот так, давай вот так. Ну, как и в спорте, да, упражнения надо постоянно модифицировать, чтобы нужные мышцы. А самое сложное еще в коллективе — это мозговой творческий штурм, я его называю. Когда у каждого есть свое видение, и это видение нужно донести до своего
партии, да. Или вот, например, бас-гитарист, он может накинуть текст для вокалиста, а вокалист, наоборот, подсказать бас-гитарист. Этот процесс, он спонтанный, и как-то его оцифровать не получается. То есть у нас свои где-то около 10 песен, скажем, свои, которые мы сами сочинили. Ну, это целый альбом. Да, ну мы вот сейчас как раз находимся в стадии его записи. Стараемся, этот процесс не получается быстрым, к сожалению, потому что это живой инструмент. Это нужно, чтобы все 6 человек там пришли, сыграли свою партию, там кто-то спел, потом сыграли партию, послушали, что-то не нравится, давай перепишем. Ну, такой вот технический процесс. А песни мы пишем обычно как? Появляется какая-то мелодия. Вот сейчас играет песня «Ирыду», я являюсь ее автором. Браво. Да, ну так. Анкулянер. Мне послышалась эта фраза Да. «анкулянер»? Да. Анкулянер, хирачазем, анкулянер, хирачазем. Потому что анкулянер переводится «не грусти». Правильно, да. То есть эта песня началась с проигрыша, которое потом вошло в соло. То есть я играл эту песню. Вот этот, скажем так, вот этот ход. То есть я приходил, показывал, вот говорю, вот что-то в нем есть, не знаю что. А потом как-то произошло так, что бац, у меня слова появились, вот как-то ниоткуда. Вот я сел и написал. Ночью, как все талантливые люди, проснулся среди ночи, взял бумажку. Нет. Так как с чувашским у меня, скажем так, есть небольшие проблемы, потому что хоть я и чуваш по национальности, но думаю на русском языке. Это есть такая проблема. Я позвонил папе своему, он меня... Я всегда звоню маме тоже. Он у меня, скажем так, литературным чувашским очень хорошо владеет. Он подправил мне, кое-какие правки сделал, и я принес в группу, говорю, вот, показал гармонию, то есть вот так, такой мотив, всем пошло, и мы потом его допилили, скажем так, аранжировку записали, вроде неплохо получилось. Иногда, вот даже недавно тут написала женщина одна из Камашского района, говорит, мы хотим кавер-версию вашей песни сделать. Я чуть ли в обморок не упал первый раз в жизни. Комплимент, да? Не знаю, это, по-моему, это очень большая ответственность, когда твое, скажем, детище, человек другой хочет сыграть, потому что ему это нравится. Для меня это было, честно говоря, большое потрясение. Я так прям думаю, как же так это вот. А другие песни у нас бывают. Вот про рыбалку сейчас песня у нас, «Полночь лайфиш». «Жизнь хороша», если перевести. Я пришел, просто говорю, вот у меня вот этот вот аккордики вот такие, и все. А потом Коля написал, а вот Коля, он как раз, ему ночью приснилась эта песня, и он уже написал, потом мы сняли клип. Это как раз вы на поле или нет? Это где мы на рыбалке. На рыбалке, да. И рыбаки и чуваши просто в восторге от этой песни. То есть делают под него ролики, там, как они рыбу тягают. Интересная такая песня получилась. Ну вот, сам собой напрашивается вопрос, рыбаки в восторге. Вот кто ваш слушатель? Как ты себе представляешь ваших слушателей? Я вообще хотел бы, чтобы слушатели Там были разные. да, самые разные. Кто-то находил там песню про рыбалку, кто-то про любовь, кто-то там про какие-то жизненные ценности. Кто-то даже не понимал, о чем песня, ему просто нравилась музыка, например. Да. Когда мы ездили на фестиваль в Ижевске, мы тоже не понимали много, о чем там поют группы. То есть там башкирские группы выступали, ижевские, удмуртские, получается, финно-угорские. То есть непонятно, о чем поют, но так весело. То есть музыка сама по себе, она как-то, и плюс люди, которых ты видишь, они как-то на позитив настраивают тебя просто своим отношением к тебе. Ты себе как будто отрисуешь это. Ну, творческие люди, они всегда вообще позитивные, правда? Ну да, и потом, пообщавшись с ними, о чем ваши песни? У всех про одно и то же. Про любовь, про дружбу, про там, растить детей, про Россию. Про жизнь. Про жизнь, да. Про жизнь. Темы одни и те же. То есть ничего нового не придумывается в плане этого, но просто настрой музыканта, его настроение, его
отношение, оно чувствуется, когда человек искренний, это очень нравится. Ну, мне, по крайней мере. Вот что касается искренности, мне кажется, наш гость вот интересно заметил, фолк это вообще в принципе искренняя музыка, а ребята, я напомню, играют живьем, принципиально играют живьем, и когда ты играешь на живом инструменте, который чувствует себя, ты чувствуешь инструмент, хочется, конечно, невозможно петь про ночные клубы или про деньги, когда ты берешь в руки живой же инструмент, и хочется петь про что-то жизненное. А мы, друзья, поем с вами, знаете про что? Мы поем с вами про здоровье, из эфира в эфир, из выхода в выход. Мы говорим вам, что мы за песню в вашей душе. Музыка иногда может не чувствоваться в наших ушах, но она должна чувствоваться в нашем сердце. Именно в этот момент, когда вы чувствуете ноты, чувствуете, что хочется жить, как сейчас, весна, солнце, друзья. Мы сейчас с нашей командой вспоминали, ведь октябрь месяц, мы с вами встретились впервые, а сейчас уже вот солнце, просыпается природа. Также после болезни, когда мы немножечко гаснем, мы просыпаемся, мы реабилитируемся. И Центр реабилитации вместе, наша команда, наши прекрасные творческие гости делают все возможное для того, чтобы вы там, на той стороне нашего эфира, были позитивны. А мы приступаем к движению номер 2. С интересными гостями беседа так затягивается, что я забываешь продолжать. Ну что, ручки, у нас такой ключик. Руки, кстати, бас-гитара, вы правда, что да, мясо стираются пальцем, или это все сказка? Ну, через какое-то время там нарастают такие мозоли, что уже... Дай посмотрю. Да, правда, что-то есть. Мозоли есть, друзья, все правда. Настоящий бас-гитарист, живой, проверено. Ручки в ключик, на выдохе делаем выпрос груди вперед. Не резкий. Умнички, делаем 2-секундную задержку, возвращаемся обратно. Еще раз выдох. Молодцы. Алексей Московский в нашем прошлом эфире назвал движение Ленина. Он сказал, что его напоминает положение Ленина. Я так говорить не буду, но все-таки назовем это по старинке ручки в ключик. Молодцы. Еще раз. Выдох. Делаем 3-секундную задержку, все движения делаем в повтор 5-6 кругов. При возникновении неприятных факторов мы останавливаем выполнение движения до их устранения. Молодцы. И еще раз. Какая приятная музыка, прям как будто правильное звуковое сопровождение. Друзья, ар в уши, идите на природу после нашего эфира, потому что эта музыка просто потрясающая. Фолк, я сама как фан фолк, конечно, люблю природу. Ну что, по поводу ушей, по поводу наушников, что слушают бас-гитаристы чувашской фолк-группы? Расскажи нам этот секрет. Ну, вкусы у меня самые широкие. Что вы выдаете, какие рекомендации? Ну, в основном это все, что связано с роком, с тяжелым роком, металлом, с фолк-музыкой. Ну, и поп-музыка, она тоже не обходит меня стороной. Поп-музыка тоже бывает качественной, правда? Поэтому она и поп-музыка. То есть мне очень нравится Майкл Джексон, Стиви Вандер, Джордж Майкл, то есть Мадонна, некоторые альбомы тоже у меня есть. Фанатеки, скажем так, я их периодически прослушиваю. Но в основном это все связано с моей непосредственной деятельностью в группе Ялах. То есть это басовые музыканты, то есть Виктор Вултон, там, Жак Пасториус. То есть я их слушаю, стараюсь что-то снимать, не всегда получается, да, не всегда это может получаться, но зато есть куда расти. Поэтому... Да, Стиви Вандера, мне кажется, всем есть куда расти. Да, ну, главное, чтобы эта музыка соответствовала настроению. То есть под какое-то настроение хочется баллады послушать, под какое-то классику. Иногда и аудиокниги какие-нибудь. Поэтому слушайте больше хорошей музыки. Да, слушайте больше хорошей музыки, слушайте нас, слушайте Центр реабилитации вместе. Пусть музыка будет продолжением вашего хорошего настроения. А если уж так получилось, что вам хочется послушать грустную музыку, пусть грустная песня это будет максимум грусти, которая в вашем дне присутствует. Ну что, движение номер 3, продолжаем. На этот раз нам понадобится наши прекрасные коллежки. Мы немножечко сделаем круговые движения.
Напоминаю вам, что все движения будут делать в проветриваемом помещении. Если у вас есть возможность уделять движениям больше времени, то вы можете смело повторять их за мной и за нашим гостем. Обнимаем коленку. Делаем 5-секундное задержание. Носочек можно потянуть. Немножко, насколько это позволяет. Молодцы. Другую коленку. Это рок-н-ролл, прям самый настоящий чувашский рок-н-ролл. Друзья, мы узнаем чувашскую эстраду с новых сторон. Шурум Шубашка, песня про наш родной город Чебоксары, который расцветает, как и вы, дорогие наши зрители, дорогие наши уже друзья, скажем прямо. Мне кажется, гимн нового города вполне уже очевидным становится. Что-то мне напоминает эта песня, рок-н-ролльный 70-е, мне кажется. Ну, Так и наверное, рок-н-ролл есть классический, просто с чувашским акцентом. Следующая варианта. То есть мы попытались совместить рок-н-ролл, чувашский язык и баян. Это вообще здорово. Такого, на самом деле, я не являюсь, может быть, фанаткой чувашской эстрады и чувашской музыки, но такого я, честно говоря, не встречала. Команда Ялар, друзья, открывает новые горизонты, музыкальные горизонты нашей чувашской сцены. Слова этой песни написала Альбина Юранду. Альбина Юранду? Да, это известная Поэтесса. чувашская поэтесса, которая написала сотни, наверное, уже песен. Так получилось, что у нас Алексей Табаков, наш бывший барабанщик, написал текст на русском про Чебоксары. И мы ей отдали, она перевела, получилось вообще замечательно. А, то есть она ваш русский текст переделала? Да. Слушай, так, теперь такой вопрос. Значит, есть тексты, которые сначала русские, потом они становятся чувашскими, масштабная работа на самом деле проделывается. Что вот в команде создается быстрее всего? Какие партии? Барабанщика, партия бас-гитариста, вокалиста? Кого ждете? Там текст до сих пор не написано, там вся музыка уже есть. По-разному бывает. Какие-то песни, они вот вылетают просто. То есть пришли, договорились, как мы ее будем играть. То есть показали, как что, где какие переходы, там какие-то остановки, какие-то нюансы. И все, мы ее играем. А некоторые песни, вот они прям дорабатываются. Не знаю, от чего это зависит. Может, от просто стремления к идеалу, перфекционизм какой-то, который иногда, может, мешает нам. Но лучше так, чем не так. Да, Честно говоря. опять-таки амбиции музыканта, они хотят все Ну сделать да. идеально. А есть песни, которые сложные ящики, которые ждут? Есть. Вот у нас мы планировали на 8 марта выпустить эту песню, но из-за нашего раздолбайства, что ли, наверное. Лени, небольшой лени, всем это можно. Да, то есть она у нас записана, но есть кое-какие нюансы. Я думаю, что мы ее выпустим 1 июня. Я специально говорю для участников нашей группы, что 1 июня мы должны выпустить эту песню, потому что она очень классная, и она именно подойдет к этому 1 июня же день защиты детей. Не будет большой тайны, если я раскрою ее название. Называется Пепкейджем. Пепкейджем. Да, то есть это Я первый, кто знает, по-моему, да? младенец. Ну, или дитерка, или как-то вот так можно перевести. То есть песня очень красивая, написал ее Владимир Андреев из Цивильска, он директор школы. Там написал ее. Владимир, привет. Да, очень красивые слова. Очень нравится всем, как она звучит. Ну, остались нюансы. 1 июня мы обязательно ее выпустим. Друзья, 1 июня, День защиты детей, мы ждем песенку, Да. как презентацию песни Пепкейджем. Пепкейджем. Мы с девочками из команды общественной организации «Динамо» обязательно будем ждать. Еще поставим танец, хотите? Да, 1 июля такой маленькая договоренность с нашим гостем. День защиты детей, это будет очень здорово. Было бы круто. Да.
Надеюсь, что твои коллеги по команде знают про Я твои думаю, что они знаменитые уже напряглись. Я надеюсь, они смотрят наш прямой эфир, потому что у нас сейчас должна репетиция состояться. Я вот закончу, мы пойдем на репетицию. И там уже мы это все дело обговорим серьезно. Да. И Центр реабилитации вместе с вами, так вот со скрещенными пальчиками, будет ждать непременно. Ведь это очень здорово, для защиты детей, песенка, это очень, очень здорово. Движение номер 4. Так, зарядка у нас продолжается. Движение номер 4 заключается в следующем. Мы сейчас, когда у нас коленки были вместе, правую ножку втягиваем в правую сторону, не сильно, друзья, 30 градусов, это максимальный поворот ноги. Непрерывным движением мы наклоняемся к правой ноге настолько, насколько позволяют ваши возможности. Движение делаем без резких рывков, но прикладывая небольшие усилия для того, чтобы ваши прекрасные пальчики доставали ножки. Да, прекрасные пальчики не достают. Ну, у кого палец работающий, у кого ножки работающие. Молодцы. Соединяем коленки, на выдохе делаем те же самые манипуляции, но с другой ногой. Напоминаю вам, что 30 градусов это максимум угла, который вы должны выполнять. Больше выполнять не следует, без резких рывков. Молодцы. Соблюдая дыхательные нормы. В проверенном помещении мы выполняем комплекс наших упражнений с центром реабилитации вместе. И с группой Ялха. Но мы уж не будем только тебя, мы будем сегодня про весь коллектив. Я как человек командный понимаю, что это такое. Кстати, насчет того, что командный дух, бывает такое, что кто-то тянет одеяло на себя больше, такие моменты бывают, или у вас все-таки коллектив на 100% творческий, вы все за общую идею и за общий результат? Другая ножка, да-да-да. Ну, в любом коллективе, особенно в мужском, всегда есть какие-то недопонимания, какие-то внутренние конфликты. Маленькие, наверное. Да, конечно. Главное, чтобы все это дело не приводило к каким-то страшным событиям, типа Неприятным последствиям. да, последствиям, ругани Или какой-то. холодка какого-то, да? Ну, мы стараемся это все дело ликвидировать на начальном этапе. Да. Любая группа через это проходит. Любой коллектив, я скажу, Да. более. То есть где-то кто-то в чем-то там что-то не понял, даже там какую-то фразу он принял не так, как она планировалась, например. Я думаю, что Ялара, ну, в силу возраста уже все люди взрослые. Мудрые. Да, да, то есть с большим жизненным опытом и музыкальным опытом. Все это в конструктивном ключе решается. Да. Знаешь, как говорят в вокально-инструментальных ансамблях, есть, вот если, например, 3 человека в группе, они говорят, мы подъехали, но и нас не трое, нас 6. Некоторые не понимают почему. А они настолько себя связывают с инструментом, со своим личным, и у них есть там, они даже называют друг друга как-то, они там, гитарист называет как-то там свою гитару, или, например, барабанщик, он уже со своими барабанами имеет некие отношения. Про барабанщиков это вообще отдельная, да, история. Да. Вот. Как у вас, то есть к инструментам, барабанщику тяжело тарелки таскать на концерты? Да, барабанщик со своей кухни. Я долго не знал, что такое кухня. Оказывается, это вот все вот эти чашки, тарелки. Тарелки, да. Это называется кухня. Вот. Барабанщик у нас Женя Родионов. Вот такой парень. То есть он к барабанам относится как вообще, как к своей там, руке, ноге, там, не знаю, то есть постоянно они у него в прекрасном таком порядке, все настроено, подстроено, постоянно все до мелочей у него все продумано, и перед концертом, когда он собирает всю вот эту свою установку, его лучше вообще не трогать, это взрывоопасная смесь просто, да. То есть мы поэтому так по стеночке. А вокалист там пойдет где-нибудь просто ходит, песни распевает под нос. У вокалиста тоже сложная задача. Он голос, главное, не должен потерять Да. перед концертом. А то... Там какая ответственность, да? Вокалист — это фронтмен группы, он лицо. То есть если там басист, барабанщик, это где-то вдалеке, там какие-то пятна там на сцене, то вокалист — это лицо коллектива, и он должен представлять коллектив на самом высоком уровне, как он может. Алексей Казанцев, наш вокалист, прекрасный певец, с образованием, с
сам песни пишет и музыку. Отличный парень. Я не перестаю удивляться творческим людям, которые как-то умудряются создавать прекрасное даже не в самое благополучное время. Напомню вам, что мы в нашем проекте общаемся с людьми творческими, с людьми музыки. И я часто сталкивалась с тем, что во время пандемии, наболевшая тема для многих, люди творческие, несмотря на то, что находились без сцены, без общения, без открытых коммуникаций с внешним миром, они создавали, и некоторые рассказывают, да, и песни писали, если ничего не останавливалось. Как ты столкнулся с пандемией, какие у тебя были эмоции, приятные и неприятные? Как ты выбирался из этого кризиса, в который мы все попали? Пандемия, она в первую очередь, скажем так, психологическое воздействие, когда там кто-то из родственников или из членов группы, то есть у нас тоже несколько членов группы переболели, кто-то в легкой форме, кто-то в более серьезной форме. Но слава богу, все живы-здоровы, все рвутся в бой. За время пандемии мы смогли поучаствовать в 2 фестивалях, там был такой промежуток, август-сентябрь, когда были немножко послабления. Вот мы съездили в Ижевск и в Казань, тоже поучаствовали в фестивале, получили опыт и просто заряд эмоций, чтобы не киснуть, скажем так. Но мы также продолжали репетировать, какие-то строили планы, чтобы не останавливаться, потому что самое ценное? Это время. Да. Время, оно никак ты его не купишь, не засолишь, ничего. Поэтому постарались сделать что-то, но при соблюдении всех этих правил, конечно, было тяжеловато, потому что кто-то там на самоизоляцию шел, кто-то болеет, кто-то лечится, у кого-то там родители, вот такие вот вещи были там. Особо репетируют только дома. Ну вот, Пекежин, она вот в таких вот муках и рождается. Да. Я жду прямо это 1 июня, Да. когда Друзья, на песня выйдет. да, мы тоже ждем все песенки, ждем праздника День защиты детей. Напоминаю вам, что последствия COVID-19 коснулись почти каждого из нас. Почти у каждого была проблема. Болели близкие, болели мы сами. Но самое главное, что уже, друзья, прошло больше года, все это мы уже можем сказать уверенно, что все это позади, почти на 100%. Но напоминаем вам, что COVID-19 затрагивает не только физиологическое, но и психологическое здоровье наших граждан. Поэтому большие свои силы, усилия и большой тот рывок нужно направить на поддержку и на реабилитацию не только самих себя, но и также людей, которые находятся рядом с нами. Я часто обращаюсь не только к тем, кто принес инфекцию COVID-19, а самое главное обращаюсь к тем, кто находится рядом в семье, в каком-то диалоге с теми, кто подвергся этой болезни. Очень часто мы наблюдаем, что все люди, которые подвергся этой болезни, сталкиваются с плохим настроением, с упадком духа, потому что COVID-19 затрагивает психологическое здоровье людей. И самое главное, во всей этой ситуации находиться вместе с друг другом, находиться вместе с нами, с центром реабилитации вместе. И самое главное, наполнять свой духовный мир позитивом. Это не просто слова, это руководство к действию. Это то, что должно быть для вас задачей номер 1. Как музыкант создает какое-то музыкальное произведение, как поэты пишут тексты, как спортсмены занимаются спортом. Кстати, спортсменам тоже особенно тяжело, ведь они также и физически должны быть выносливыми. Настраивайтесь на позитив. Слушайте группу Ялаб или любую другую группу. Включайте наш прямой эфир. Включайте наши прямые эфиры в повторах, потому что там есть над чем посмеяться тоже. Самое главное, будьте вместе с миром, вместе с теми, кто в этом нуждается. Это одно из самых главных факторов для поддержки духа, для поддержки вашего здоровья. А мы приступаем к движению номер 5. 5-е движение, ничего не буду. Ножки вытягиваем, ручки вытягиваем. Друзья, напоминаю вам, проверяйте свои силы, потому что многие люди становятся некомфортно, и они уходят так вперед и падают со стульев. Не писали. Так что, друзья, напоминаю вам, что мы рассчитываем свои силы правильно. Ладошки, посмотри, какое движение. Выдох. Это движение
реабилитации вместе создавал свои движения, давал им свое название. Ладошки кверху тоже неспроста, дорогие друзья. Молодцы. Все движения выполняются в проветренном помещении и, самое главное, с позитивно настроенным сознанием, с позитивно настроенным настроением. И самое главное, окружать себя позитивными людьми. Вот посмотрите, какими позитивными людьми себя я окружаю. Здесь со мной великолепный творческий гость, за кадром великолепные люди, которые создают их для меня. Это прекрасное настроение. Улыбка не сходит с их глаз, с их лица. Из моих глаз улыбка. Еще. Все движения выполняются по повтору 5-6 кругов. Ну, чтобы бас-гитару носить постоянно, нужно, наверное, руки сильные. Спина. Спина, наш гость как-то грустно. Спина. Значит, движение номер 6 у нас будет направлено на укрепление мышечного корсета спины, друзья. Ты натолкнул меня на выполнение нового комплекса. Последний. Молодцы. Спина должна быть крепкой, руки должны быть крепкие, у вокалиста должны быть крепкие связки. У турменеджера крепкие нервы, у семьи крепкие нервы, потому что музыканты, они часто пропадают в студии звукозаписи. Как поддерживаешь свое здоровье? Получается ли делать зарядку или танцуешь? Может быть, на рок-концертах движение у тебя происходит активное? Со спортом, конечно, Дружим, теперь дружим. Общественная организация «Динамо» нашего гостя привлечет к спорту. Да, теперь уже все. Не отвертеться, скажем Да, так. да. Так еще 1 июня у нас же Да, премьера да. песни, а мы по ней будем плясать. Привет нашему коллективу уже я также передаю. Да, то есть спорт у меня в основном уже такой пенсионерский. Ходьба. То есть прогул. Сейчас пенсионеры поактивнее молодежи, между Да. прочим. Я не могу просто не сказать про свою маму, Чернову Светлану Васильевну. Светлана Васильевна, Да, то есть спасибо за сына. она за время пандемии просто стала топовым видеоблогером. Правда. Правда. У нее уже больше 1000 подписчиков на YouTube. Она рассказывает про рассаду, томаты, помидоры. Я столько нового узнал. То есть, Да? да, томаты больше, чем любовь. Канал называется. Я так скрытую рекламу сделал. Здорово, правда? Да. Вот она такая активная. Я иногда думаю, какой я буду в ее блоге. И думаю, надо бы тоже подзаниматься спортом. Поэтому я с радостью откликнулся на ваше предложение, вашего центра прекрасного, участвовать в передаче. Я думаю, может быть, это станет одним из маленьких шажков к моему, скажем так, возобновлению занятиями спортом. Вот. Так-то я футболом занимался, конечно, в юношестве. Но сейчас уже ветеран, скажем так. Ну, у тебя есть хорошее оправдание, мне кажется, концерт это почти как тренировка, потому что я вижу музыкантов, с которых ходит этот пот, они просто он с них течет. Такое ощущение, что они вышли после полноценной тренировки. Самый такой знаменательный концерт был 5 лет назад, когда мы больше 2 часов с живой музыки играли «Декатор второстроителей». Я, по-моему, 2 дня не встать не мог после этого концерта, да, потому что, ну реально, с гитарой там все вот это дело. Как оказалось, музыканту нужна крепкая физическая форма, чтобы вот это все дело выдерживать. Я понимаю, глядя на свои там любимые группы, как они там по 100-150 концертов в год дают это. Поэтому они все худые, как эти. Да, кстати, музыканты в хорошей, да, Да, форме. поэтому начнем заниматься. Занимайтесь и с центром реабилитации вместе занимайтесь. Приглашайте свою маму к нам на эфиры. Она нам расскажет про томаты. Но она должна смотреть. Да? Да, Светлана Васильевна, да. Так, я не могу не спросить, потому что за наш такой недолгий разговор ты сказал про сына, сказал про папу, сказал про маму, ну еще сказал о многих очень музыкантах, потому что я прям чувствую, как у тебя уважение каждого, ты хочешь выделить, ты прям чувствуется, и боишься кого-то забыть.
Семья, сын, у тебя есть сын. Еще дочка. Дочка? Да. Ну, у меня просто все миссии выполнены. На бас-гитаре ты умеешь играть, сын, дочка, дерево посадил. Ну, уже неоднократно много. Уже много деревьев посадил. Ну, здорово, звучит. Карма светлая, она прямо здесь у нас царит. Скажи мне, пожалуйста, вот, у сына какие-то дочки, творческие, какие-то творчество вызывает какой-то интерес, или они у тебя математику больше там? Ну, дочке очень нравится наша песня «Шубашка рок-н-ролл». Как и мне прям. Да, она очень любит ее напевать. Там. Сын закончил музыкальную школу по классу гитары. Гитара? То есть, ну понятно, ну неудивительно. Ну, скажем так, он не особо проявляет сейчас интерес, потому что он больше баскетболом увлекается. Баскетболом? Да, то есть он резко вырос и уже выше меня. Серьезно? Это неловкое чувство. Да. Я не настаиваю ни на чем в воспитании детей. То есть, если им нравится ему баскетбол, значит, он будет заниматься баскетболом. То есть я футболист был, я не говорил, там, давай занимайся футболом, там, или иди в музыкальную школу. Хотя мама меня пыталась заставить в музыкальную школу пойти, но я выбрал футбол, к сожалению. Футболист, который стал бас-гитаристом группы. Да, вот такая вот жизнь интересная. Интересная жизнь, действительно. А дочка? Ей 5 лет. Она любит песенку про Шубашка. Она хочет стать пианисткой. Ну, все-таки, видишь, это как-то наследовалось, да, как мы крутили. Какая-то генетическая предрасположенность к музыке, к футболу, к волейболу. Вообще, мне кажется, семья нашего острова всесторонне развитая. Мама выращивает томаты, видеоблогер, сын играет в волейбол, дочка, видимо, будет играть на пианино, а любимая женщина, видимо, делает это все вместе. И ну, она у меня врач-стоматолог. как здорово. Я не первый раз убеждаюсь, что врачи-женщины, они как-то очень умеют классно управлять семьей, потому что они же медики, и у них есть подход к каждому. Центр реабилитации «Вместе» в тесной связи находится с медиками нашей республики, которые так же, как и мы, настаивают, что психологическое здоровье является важным фактором для восстановления физиологического. Я еще раз напоминаю, хорошее настроение – это не просто слова, это руководство к действию. Центр реабилитации «Вместе» настаивает на том, чтобы у вас было ощущение собственной значимости и воссоединения с позитивом, с музыкой, как у наших друзей-музыкантов, у меня как со спортом, у вас с нами. То есть должен быть открытый диалог, согласен, и вот самое главное, не чувствовать, что ты один никогда, даже когда плохое настроение, правда? Абсолютно. Главное – это общность друзей, родственников, знакомых. И даже незнакомых иногда. И хорошее настроение. Да, от улыбки даже любой день станет светлее. Обратите внимание, даже когда мы видим позитивных людей в общественном транспорте, на улице, особенно после того, что мы все пережили эту пандемийскую эпоху, как я ее называю, неприятное для нас время, особенно важно ценить. Ты сказал очень важную вещь. Ты сказал, что время не купишь ни за какие деньги. Время – это самое драгоценное, что мы с вами имеем. Поэтому берегите его и не тратьте свое время на то, что вам не нравится. Никогда не засоряйте свое настроение какими-то негативными эмоциями. Будьте позитивны, будьте честны с самим собой. Огромное спасибо, что ты сегодня рассказал про замечательную группу Ялар, которая 1 июня выпустит свой новый трек, который называется Пепкейджем. А мы, друзья, обязательно поставим танец под эту прекрасную, я уверена, песню. Мы были на одной волне с Центром реабилитации «Вместе», с музыкантом, с командой Ялар, с нашим коллективом, который находится по ту сторону, друзья. Очень жаль, что вы не видите, это потрясающие люди, которые так же, как и мы, радуют за то, чтобы у вас все было прекрасно. Ну что, время пришло прощаться, время пролетело незаметно. Хорошо, что я не попросила принести свою гитару, потому что эфирного времени нам бы точно не хватило. Огромное спасибо Центру реабилитации «Вместе», который находится вместе с нами. Из эфира в эфир, из каждого поста в интернете. Мы, кстати, пришли к выводу, что интернет тоже надо использовать. Используйте его по прямому позитивному
оперативному назначению. Используй это время для того, чтобы поднимать себе настроение. Меня так ты сегодня зарядил, я сегодня буду слушать вечером Ялар, гулять, мне кажется, по улице, смотреть на наш Шубашкар, и как